Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня, в общем, новый мукбанг, как вы уже сами заметили. У меня сегодня необычный мукбанг, потому что я снимаю на работе, пока никого нету, тишина, я решил акырындапчиком, как говорится, снять видео. Значит, ем сегодня 2 бургера, это Саламбро, куплено на свои деньги, не реклама ни в коем случае. Тут у меня картошечка фри, ну как вы заметили, и сырный соус, тут еще кола. В общем, давайте есть, потому что у меня время ограничено. Соответственно, мне и надо, чтобы ролик был не очень, как сказать, долгим, потому что его надо монтировать по-быстрому и загрузить. Хочу сегодня прям загрузить. В общем, сейчас поговорим. В общем, вчера я уже ел, вернее, хот-доги Саламбро. Реально они такие вкусные. Вот я не знаю, напишите в комментариях, ели вы когда-нибудь эти хот-доги Саламбро, не ели, в общем, напишите. Так, в общем, руки я помыл, да, поэтому я буду есть руками. Подождите, это какое? А это Хайнц, у меня Астория, если вы помните. В общем, это такая конструкция. Великие инженеры позавидуют. Сразу дико извиняюсь за звук, надеюсь, со звуком все будет нормально. И извиняюсь за свет. Ну, здесь темное пространство, ну, типа бар, кафе же, поэтому здесь немножко темновато. Вот давайте начнем с первого кусь. Кусь-кусь. Теплое, нормально. Вкусно. Давайте так сделаю, да? Че мучиться, как говорится. Пока доехал. На автобусе, как я уже говорил, ехать недалеко. Ну, час, наверное. В общем, сейчас я проговорю. Давайте поговорим про работу. Где я сейчас работаю. И вообще в целом про работу. В общем, в Астане я живу, как вы уже знаете, наверное, недельки 2. Что там вру-то? Ну, 1,5 недели, короче. Салфетки есть. И понятное дело, думал дополнительно к видео. У меня там есть кошельки, но какую-нибудь у меня работу бы. Что график мне позволял снимать видео, да и как бы не как бы. Что время, короче, оставалось. И вот хороший друг моего брата предложил мне поработать в его пивном баре. Поэтому сейчас я работаю в пивном баре. В общем, я все вместе, я универсальный солдат. Я, значит, и администратор, и официант, и техничка, в общем, все вместе. Мне не стыдно об этом говорить, потому что я считаю, что любая работа достойна уважения. Главное, чтобы ты не воровал, был не коррупционером, не ходил по головам, а остальное все, как говорится, все профессии важны, все профессии нужны, понимаете? Это я по молодости своей, по глупости, когда работал в сетевом, людям говорил: вы что, собираетесь всю жизнь работать на кого-то, да вы такие, да вы сякие. А сейчас я понимаю, что нельзя было так говорить, понимаете? Это мое некое скудоумие и некая, знаете, ограниченность была. Потому что ситуации бывают разные, у каждого жизнь разная, понимаете? Поэтому я записываю, не записываю, молодец. Поэтому это, знаете, вот я признаю, что это была моя ошибка, так размышлять. Ну, люди меняются. Значит, пока не забыл, хочу добрый вечер, передать привет моей зрительнице по имени Арай. Арай, получается, супруга друга моего брата. В общем, я объяснять не умею, я вообще историю рассказывать не умею, я анекдоты рассказывать не умею. Вы поняли, да? Передаю привет девушке по имени Арай, которая супруга друга моего брата. Че я вообще сказал, сам не понял. Ну да ладно, надеюсь, вы не поняли.
Хот-доги у них огонь, ребята. Салам, бро. Топчик. И вот, значит, работаю. Поэтому мне вообще не стыдно признаться. Работаю. Мне нравится. Конечно, разный контингент. Что уж там говорить. Не буду говорить, что здесь все так прекрасно, но нормально, понимаете? Опять-таки, главное, чтобы работа была честная, понимаете? Вот если кого-то обманывать, кого-то разводить там на бабки, на деньги, да, вообще такое не приемлю. Вообще, я вообще с такими людьми не хочу даже общаться. Вот есть такие люди, которые, знаете, обманывают, там, кидают вообще. Фу, такое мерзкое ощущение от этих людей. Здесь холодильник так громко играет, прямо сейчас, я не знаю, возьму биту, которой у меня нет, и начну про ней бить прям. Спасибо всем огромное, кто под прошлым видео написал добрые слова. Мне, прежде всего, спасибо, что написали добрые слова Бахжан. Потому что она стеснялась сниматься в видео, да? И она мне говорит, реально у тебя такие классные зрители. Такого много добра написали. Спасибо вам большое. Человек, который умеет делиться добрым словом, даже элементарно, да? У него и путь будет такой, знаете, чистый, открытый, светлый путь будет у него. Что-то я правильно говорю? Что-то это, кажется, в другом смысле. Не, а что, светлый путь, правильно же, да? То есть дорога чистая там, по жизни я имею в виду. Вот. Обслуживаю, пиво наливаю. Такая вот работа. Вы знаете, вчера мне один человек сказал, типа, что вы вообще тут делаете? Вам надо вот развивать канал, за счет этого зарабатывать хорошие деньги. Блин, ну думаю, он прав же, по идее, да? Я так расстроился. Ну, типа, я понимаю, что я неким образом цепляюсь за стабильность. Ну, она, конечно, мнимая, эта стабильность. В плане того, что вот я отработал, деньги получил. Тебе там немножко, видите, алгоритм сложный, что за счет просмотров. Какая страна тебя смотрит, очень важно. Я имею в виду насчет начисления зарплаты, да, дохода от Ютуба. Там очень много, как бы сказать, нюансов. Я реально вот думал об этом, как ехал на автобусе сегодня. Вчера думал, как в такси ехал. В каком-то смысле он прав, что за этим ведь будущее. Уже оно наступило, понимаете? Ну, короче, я думаю. Вообще, мне кажется, что в жизни надо ко всему относиться проще. Я реально, вот, знаете, люблю усложнять все. А по сути, все надо проще относиться ко всему, ко всем хорошим вещам и к не очень хорошим вещам. Да что же я микрофон задеваю, да ё-моё. Поэтому, ребят, давайте проще относиться к жизни вообще. Утром, значит, что я? 2 бутерброда съел с колбасой, кофе попил. Там у нас с днем... кстати, спасибо всем, кто поздравил мамочку мою с днем рождения. 26 ноября у нее был день рождения. Кто на меня подписан в Инстаграм, вы это видели. Были гости, но я из-за своей работы гостей не увидел. Вернее, тетю Гулю только увидел. Ее дочку Гаухар. Кстати, они тоже меня смотрят мои мукбанги, оказывается. Если вы сейчас смотрите, Гаухар, тетя Гуля, вам привет.
Вот. Напишите в комментариях, кем вы работаете. Кто вы по образованию? Может, вы там по образованию, как я, там, не знаю, как сказать, программист в геологии, а на самом деле там работаете админом или в ютубе ролики снимаете. В общем, напишите в комментариях, кто вы по образованию и кем сейчас работаете. Вкусно. Очень вкусно. Работаю я с 3 часов дня. Но я сегодня пришел пораньше, чтобы видео снять, пока людей не будет. Работал где-то до 12. До 12, понятное дело, не получается. Клиенты, потому что не хотят уходить. Работаю где-то я, получается, до 12:30. Пока добираюсь до дома. Ну, уже, наверное, час с чем-то. Час с чем-то. В последнее время вчера я не поел, а после работы я еще ем. Представьте, какой я сейчас скоро буду вообще жирным. Вот. Все, весь график свой рассказал. Первый раз пришел. Ну, посмотреть, что да как, что за работа. А тут как раз столик сидел. Значит, были мужики такие бухие и все. Я такой стою, думаю, да ну нафиг это мне надо. Я чем-нибудь другую работу поищу или там буду другим делом заниматься. А потом думаю, а что здесь такого? Это, наверное, редко бывает. Но это пока первый, надеюсь, и последний случай при моей работе, что такой столик попался. Значит, бухарики, короче говоря. Думаю, сегодня видео снять дома. А думаю, дай-ка я разноображу. Как правильно говорить? Разноображу. Внесу ноточку разнообразия, скажу так, да? В свои видео, поэтому сниму на работе. Вот. Так что... Хоть это прозвучит и банально, и как-то пафосно, это тоже выход из зоны комфорта. Когда ты работал там на себя, что-то продавал, видео снимал, то все боси, потом раз выходишь на работу, да, у тебя есть начальник, да. Вот, это тоже некий выход из зоны комфорта и вносит некоторое разнообразие в твою жизнь, да, понимаете, о чем я? Слушайте, освещение, мне кажется, неплохое, да, как вы думаете? Вроде так нормально. То ли туда горчицу кладут, то ли что, в общем, какой-то есть остринка какая-то. Что-то острое есть там. Вкусно! Вкусно! Кто мне в комментариях написал по чипу Мадьяр. Типа, как она написала? Типа, не становитесь каким-то безликим работником, да, типа такого.
Знаете, то, что работа в каком-то смысле привносит изменения вот в характере человека, да, в поведении, скажем так, это 100%. Это 100%. То, что ты живешь, например, не в провинциальном городе, а в мегаполисе, это тоже привносит какие-то изменения. Поэтому как-то глупо этого бояться, что любой человек, он в каких-то ситуациях будет себя вести по-разному. Да. Ну, конечно, не хотелось бы становиться каким-то безликим, знаете, вот такие есть люди там, каким-то, знаете, хмурыми, грустными, что им надо на нелюбимую работу. Конечно, становиться таким неохота. Это факт. Вот, в общем, привет я вроде всем передал, кому обещал. Ну, как всем, одному человеку, да. Поблагодарил вас, дорогие мои зрители. Вот, напишите в комментариях, как вам такой формат, если я буду внесу разнообразие и буду снимать в разных местах. Вот меня бесит в последнее время, что я не могу нормально формулировать свою мысль. Вот это прям меня бесит. Вот реально меня бесит прям. Вот. Почему я раньше не макал хот-дог в соус сырно? В общем, сейчас мне надо мыть полы, тут убираться, вытереть столы и ждать клиентов. Добрый вечер. Ой, извините, пожалуйста. Так что еще раз вам огромное спасибо за вашу постоянную поддержку. Вы мне в Инстаграм пишете. Спасибо, кто маму поздравлял. Спасибо, кто писал и в комментариях, и в дайрект мне разные сообщения. Вот реально, вот спасибо вам от души. Я маме говорю. Мама, говорю, тебя знаешь, откуда поздравляют? Она говорит, откуда? Я говорю, из Германии поздравляет, из Белоруссии, из России, из Украины. Отовсюду тебя поздравляет. Она такая, о, реально, с Казахстана, ну, конечно же. Вот, поэтому вам огромное спасибо. Вы знаете, я хочу сказать, что вы предложили такую рубрику, чтобы я брал на обзор какую-то доставку, ел ее и, соответственно, рассказывал, вот, вкусно это, невкусно, как по ценам. В общем, это все будет, надеюсь, скоро. Вот. Надеюсь, все это буду делать. Вот. Все, буду закругляться. У меня тут уже на 18 минут я наговорил практически. Сейчас кое-что что-нибудь вырежу в начале, который там я пока собирался, пока обустраивал здесь тут все. Вкусно поел. Вам приятного аппетита, если вы собираетесь обедать или ужинать. Спасибо за внимание и за вашу постоянную поддержку. Пока-пока. Пока!